Здравствуйте. Как вы начинали писать книги? Как вам пришла эта идея? Не знаю, наверное, какой-то тихий, да? Раз. Вот это уже более громкий. Ну, книжки у меня вначале были повести сказки. «Дракончик Пугал», который вы чуть не намалят. Это был совсем другой жанр. Потом я постепенно вырастал, и вырастали, поднималась возрастная планка моих книг. А как пришла идея? Как приходит идея как-то, она всегда приходит вдруг. Часто ты не можешь ее оценить, что она хорошая. Начинаешь думать, а потом она очень сильно трансформируется. То есть то, что приходит изначально как идея, и то, что потом выходит в самом конце, как некий готовый продукт, это абсолютно разные, конечно, вещи. И нужно это понимать. А вот то, что вы пишете, это у вас происходит в воображении? Ну, когда я пишу, я себе, да, конечно, представляю. Чем лучше это представляется в данный конкретный момент, чем это ближе к правде, чем ближе к истине, к действительности, тем эта сцена получается лучше. А вы согласны с утверждением Эрнеста Хемингуэя, то, что писать книги это легко, ты просто садишься и кидаешь кровью? Еще раз, не можешь повторить? Вы согласны с утверждением Эрнеста Хемингуэя, то, что писать книги это легко, ты просто садишься и истекаешь кровью? Садишься и истекаешь кровью. Читаешь роли? Нет, истекаешь кровью. Кровью? Да. Ну, тут все-таки более сложный процесс. Каждую сцену нужно действительно пережить, и каждую сцену нужно увидеть в себе. А это же все очень постепенно происходит. Поэтому, например, очень помогает диктофон, телефон. Вот что-то мне, например, сейчас, какое-то я острое очень переживание испытаю, там, не знаю, боль, разочарование, радость, что-то меня поразит. А я это ощущение пытаюсь хорошо запомнить, зафиксировать, там, на диктофон его наговорить, словами как-то вырезать, и потом эта сцена, она мне может быть полезна в той или иной части книги. Это очень полезно. То есть ты как бы пытаешься в себе протереть вот такие какие-то кусочки, увидеть, стать вот этим зеркалом, в которых отражается нечто универсальное. Мы же читаем книги, не только для того, чтобы узнать, там, кто кого убил или кто на ком женился, это уже вторично. А главное, мы читаем для того, чтобы ответить себе на какие-то важные вопросы и узнать в книге себя. Стать книгой одним целым, одним духом. А вы согласны, что каждый писатель это доносчик, а каждая книга это донос? Нет, это неправильно. Это есть такие писатели, да, действительно, которые, это вот обычно хорошо в жанре рассказа. Когда ты пишешь рассказ, например, не знаю, ты там напишешь рассказ о своей соседке по парте, ты ее хорошо знаешь ее привычки, там, опишешь, как она грызет ногти, там, какие у нее родственники, там, еще чего-то. И это будет иметь определенную литературную ценность, хотя является доносом. Но в рамках повести или романа это все потеряется. То есть вот если писать именно в этом ключе, вот получаются интересные книги, но они будут действительно граничить с доносом. Но это только один из посылок, я так никогда не делал. А что вы посоветуете молодым писателям? Вы писали стихи, например? Стихов у меня очень мало, я думаю, не больше десятка, и они довольно слабые. Я все-таки в большей степени прозаик, чем поэт. А что вы посоветуете молодым писателям? Молодым писателям я советую больше писать, больше читать. Часто бывает, что когда человек начинает писать, он перестает читать. Это не совсем правильно. И не ждите сразу мгновенного результата. Часто там человек, условно говоря, там 10 страниц напишет, и уже начинает, не знаю, посылать их куда-то, как-то всем показывать, беспокоиться. Это еще преждевременно. Все равно первые 1000 страниц, если честно, все равно пойдет на выброс. И нужно это понимать и приобретать опыт, и больше доверять какой-то внутренней правде. Плюс еще идти от малого к большому. То есть не сразу писать роман, а вначале, конечно, 3 маленьких рассказа, потом 3 средних, 3 больших, 2 повести, а потом уже можно что-то более крупное. Тогда просто уже будут силы, будет опыт определенный.